Добрый вечер. Меня зовут Валентина. Сегодня мы с вами поговорим об искусстве управления временем. Я сегодня расскажу вам об одном инструменте тайм-менеджменте, который поможет вам лучше организовывать себя, лучше организовывать свое время и свои дела, и поможет получать результат и продвигать свой бизнес вперед. Все мы с вами ценим свое время, и все мы прекрасно понимаем, насколько это важно, и очень важно правильно его распределить. Невозможно управлять самим временем, но можно управлять своими действиями. В своей жизни мы исполняем несколько ролей. Если взять женщину, то это и роль мамы исполняет она, и роль жены, и дочери, и хозяйки, и роль бизнес-вумен. И все эти роли очень важны для нас. И нужно сочетать их. Очень часто так бывает, что когда человек начинает заниматься чем-то одним, например, проектом, а остальные области могут осесть. Либо здоровьем, либо личная жизнь может просесть. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать так, чтобы в нашей жизни было все. И отдых, и семья, и работа, и успех, и бизнес. И чтобы мы с вами все это успевали. В основу этого инструмента, про который мы сегодня будем говорить, легла матрица Эйзенхауэра. Это такой американский бизнесмен. Эту матрицу, еще называют матрицей расстановки приоритетов. Смысл сводится к тому, чтобы правильно распределить приоритеты в своей жизни. И распределив их правильно, и расставив их в течение дня по времени. Сейчас я включу экран. Искусство управлять временем – это не просто управлять временем, это искусство управления жизнью. Хотелось бы вам избавиться от большого количества рутинных дел и в конце недели чувствовать себя очень молодцом и переключиться на полноценный отдых. Хотелось бы вам постоянно продвигать свой бизнес вперед и видеть результаты. Вот мы используем этот инструмент – матрица Эйзенхауэра. Итак, он разделил все свои дела на 4 категории по срочности и важности и расположил их на оси координат. Вы это видите сейчас на этом рисунке. Первый раздел, с которого мы начнем, это квадрат Б, в котором располагаются несрочные, но важные дела. Такие дела, которые дают нам в перспективе очень хороший и положительный результат, но при этом они не бывают срочными. Они, как правило, из более перспективного. Например, мы можем ходить в спортзал и поддерживать свое здоровье. Мы можем записывать видео и продвигать в YouTube свой канал, который будет привлекать к нам все больше и больше партнеров. Это не очень срочно, но это очень важно. Например, нужно подготовиться к вебинару. И если ты знаешь, что тебе нужно подготовиться к нему за неделю, и за неделю ты спланировал свое выступление, приготовил материал, приготовил презентацию, это очень важно, но не очень срочное дело. И если ты начинаешь затягивать эти дела и делаешь их в последний момент, то они переходят в квадрат А, квадрат срочных и важных дел, и становятся такими. И ты уже бросаешь дела и сидишь до полуночи, готовишься. Этот квадрат еще называют тушением пожара. То есть пожар горит, и его уже надо тушить. Так же происходит со здоровьем. Если вы не ходите регулярно в спортзал или не делаете зарядку, а от сидения за компьютером у вас начинает болеть спина и шея, и когда вы не делаете профилактику для своих мышц, то это тоже переходит в квадрат А. Откроется боль, и что мы делаем? Мы бежим к доктору или в аптеку.
а не в спортзал. В спортзал уже поздно ходить. Срочные дела – это то, что невозможно отложить. Это то, что горит. Если жить, постоянно делая дела из квадрата А, можно очень сильно эмоционально сгореть. И вы будете постоянно находиться в стрессе. Если вы все время будете жить, делая дела из квадрата А, вы будете постоянно находиться в стрессе, потому что это именно стрессовая ситуация, когда дела откладывать уже нельзя. Следующий квадрат – это квадрат С, где срочные, но неважные дела. Допустим, вы открыли свой личный кабинет и начали смотреть трансляцию, которая вам очень важна. Это важное, но не срочное дело. В этот момент вам звонит партнер что-то сказать или подруга. И вам хочется взять трубку и поболтать. Это срочное, ведь это же звонок, но неважное дело. Это из разряда С. Это такие дела, которые можно отложить. И они вроде срочные, но не очень важные. Есть квадрат D, где располагаются дела, которые являются и несрочными, и неважными. Это дела, которые засоряют нашу жизнь. Это зависание в соцсетях просто так без дела, просмотр телепередач, которые не принесут вам нужной и полезной информации. Это то, что засоряет вашу жизнь. Итак, как же эту матрицу использовать в повседневной жизни? Так, чтобы не провисали никакие области и чтобы наша жизнь гармонично двигалась вперед. И при этом вы получали успехи и результаты и были довольны своей жизнью и собой. Итак, что мы начинаем делать? Мы делаем вот такой порядок пополнения дел. Первое. Выпишите на листок абсолютно все свои задачи. Задачи любой важности, любого объема. Задачи из всех сфер своей жизни. От большой задачи отрезайте невыполнимый кусок. Каждую задачу нужно обозначить коротко, чтобы наш мозг четко понимал, что ему предстоит делать. Когда вы проделаете это упражнение, ваш мозг освободит память, и вы почувствуете, невероятное облегчение. Это происходит от того, что мозгу больше не надо запоминать дела важности, и он видит все это на бумаге, и вы можете с этим работать. Здесь вы выписываете все. И то, что нужно сделать уборку, и то, что нужно закрыть каталог и делать какие-то вебинары, записать какое-то видео, все дела по бизнесу, все дела по здоровью, и все дела с детьми. Все. Сюда вот выписывайте на этот листочек. Можно в любом порядке. И даже тем, что вы запланировали когда-то сделать и не сделали. Все сюда выписывайте. Следующее. Группируем все эти дела по группам. Начинаем их расформировать. В первую группу попадают действительно важные дела, которые действительно продвигают вас вперед и улучшают ситуацию. Это те задачи, которые не являются срочными, но которые очень невероятно важны. Это те задачи, положительный эффект от которых сохраняется очень и очень долго. Вот вы выписали в этот список, все, он лежит у вас перед глазами, и вы начинаете его делить. Какие задачи относятся к первой группе? Это, например, написание видео, которое будет продвигать ваш канал YouTube. Или изучить презентацию, если вы только что стали партнером компании. Если вам нужно завести еще одну страничку в соцсетях для работы, которая будет вам давать приток партнеров, это тоже важные дела. Смотря на свой список, вы читаете задачу и задаете себе вопрос. Как долго будет длиться положительный эффект от той задачи, которую я буду делать? Например, вы захотели покушать? Сколько длится положительный эффект от того, что вы покушали? 2-3 часа.
А сколько будет длиться эффект от того, что вы записали презентацию или видео и прикрепили к нему свою реферальную ссылку? Согласитесь, невероятно долго. Сколько длится результат того, что вы начали уборку? Сколько длится положительный эффект, если вы сделали уборку в квартире? Неделю, самое большее, а то и меньше. А сколько будет длиться результат того, что вы посмотрели какой-нибудь вебинар, важный для своего бизнеса, сделали себе пометки из него и всякие упражнения, важные для вас? Сколько будет длиться этот эффект? Невероятно долго. Так вот, глядя на свой список дел, вы проходите по нему и задаете этот вопрос. Какой положительный эффект будет приносить мне то или иное дело, и как долго будет длиться положительный эффект? Во втором списке окажутся те второстепенные задачи, которые действительно вам нужно сделать, и от которых действительно никак нельзя избавиться. Здесь может быть то, что касается домашних дел. Для женщин, например. Это то, что вам необходимо делать. Выучить уроки с детьми, помочь родителям что-то сделать. Это важно, но более второстепенные дела. В третью категорию попадут задачи, которые вам можно вообще не делать. И глядя на них, вы поймете, что это и это вы сможете делегировать своему партнеру или родственнику, например, своей маме или своей сестре, своим детям. То есть вы сможете попросить кого-то вам помочь в этом. И это тоже будет определенный список дел. И когда вы увидите, что часть задач вы сможете делегировать, вы поймете, что вот эта куча дел делается. И четвертое. В этот пункт попадут задачи, за которые вы сейчас не беретесь. Это те задачи, о которых вы помните, которые действительно важны, но они сейчас попадают в отложенные. То есть вы возьметесь за них, но немного позже, возможно, на следующей неделе. Возможно, вы решите часть задач сегодняшней недели и заберете часть задач из этой категории и перенесете его на следующую неделю. То есть отложите на какое-то время. Теперь берете другой лист бумаги и делите его вот таким образом. На прямоугольнике. Первый прямоугольник – это важные, но не срочные дела. Справа второй прямоугольник – второстепенные, которые все-таки надо сделать. Под чертой делегируемые дела. И внизу четвертый такой прямоугольник – это отложенные дела. Смотрите, как распределяется неделя. Сейчас мы сосредоточимся только на первой неделе. Ежедневно в вашем списке должно быть в первую очередь задачи из первого списка. Важные, но не срочные. Делая их регулярно, вы никогда не будете зависать. Вы никогда не будете в той ситуации, в которой, например, нахожусь я сейчас, когда у моего бизнеса зависит. Здесь должна стоять та категория задач, которые важны. В четвертой категории, составляя план на следующей неделе, вы берете в первый список задач из четвертой категории, то, что мы откладывали, их переносим в первую, потому что их тоже нужно сделать, а они были у нас отложены. То есть вы постепенно это переносите с каждой недели. И теперь самое главное правило. Каждый день я начинаю с того, что совершаю одно стратегическое действие. Самый сложный момент, чтобы утром не браться ни за что-нибудь другое, кроме этого самого главного. Что такое стратегическое действие? Это то действие, которое продвигает вас вперед. Это те задачи, которые находятся в первом квадрате. Самый сложный момент, чтобы с утра не браться ни за что другое, кроме самого главного. Когда вы сделаете эту задачу из первого списка, вы получите невероятное облегчение. У вас будет прилив энергии. Те, кто действительно будет это делать,
улучшит свою эффективность в разы. Вы будете чувствовать, что двигаетесь вперед. И дальше все остальные задачи, которые вам нужно сделать, вы уже сделаете легко. И в конце недели вы можете спокойно переключиться на полноценный отдых. Но самое сложное именно взяться, чтобы утром не обращать ни на что другое внимание, кроме этого самого главного. А главное – это то, что продвигает меня наверх. Главное – это то, что стоит первым в моем дне. Если вы работаете в дневное время на основной работе, и у вас свободное только вечернее время для важного дела, для интернет-проекта, например, нашего, то время, которое вы выделили для этого, чтобы заниматься проектом, вы именно в это время делаете свое стратегическое действие. Или если вы мама в декрете, вы когда ребенок спит, можете посвятить это время проекту, то, соответственно, в эти 2-3 часа вы посвящаете этому стратегическому делу. И только после этого вы делаете остальные свои дела. И еще, главное правило. То время, которое вы отвели на проект, сделайте так, чтобы никто и ничто вас не отвлекало. Отключите скайп, отключите телефон, чтобы, выполняя свое стратегическое действие, вы это срочные, но неважные дела не смогли вам помешать. Чтобы никто не смог вам помешать. Если вы сели смотреть вебинар, отключите скайп, отключите телефон, и пусть вас ничто не беспокоит. Если вы назначили встречу с партнером, также отключите телефон, и пусть вам ничто не мешает. Только тогда ваш бизнес будет ежедневно двигаться вперед, и вы будете очень четко понимать и видеть результат своего труда в конце недели. Хочется, чтобы вы применяли это все, и ваша статистика улучшилась. Хочется, чтобы росла ваша команда, и к вам приходили именно сильные люди, потому что умение организовывать себя вы сможете организовать того человека, который будет смотреть на вас, как на лидера, который будет с вами работать, который будет слушать вас и дублировать вас. Вы сможете научить этому своих партнеров, и ваша команда будет самой организованной. Я желаю вам удачи, роста вашей команде. На этом наш вебинар закончился. Я желаю вам удачи. И как был в начале нашего вебинара мультфильм, такой небольшой умный мультфильм, у вас все получится. Не забывайте об этом. Всем до свидания. До новых встреч.